Приехали в Сицилию. В общем-то, дорога такая достаточно сложная была. То есть мы 2 суток на ногах были. Вот. Приехали сначала к Джузеппе Бонакорсо. Вот. Цель нашей поездки была Джузеппе, ну, во-первых, познакомиться лично. Во-вторых, снять документальный фильм о его школе. Как бы. Ну, снимали мы целые сутки. В общем-то, со школой досконально разобрались. Джузеппе достаточно открытый как бы человек. Знаете, мастера, они как бы разные бывают. И вот Джузеппе один из тех мастеров, которые как бы, в общем-то, достаточно открыт. Да, то есть как бы он не создает препятствий для знаний как бы своим ученикам. Поэтому, в общем-то, на все мои вопросы, которые я задавал я их там почти 16 часов. Он и показывал, и демонстрировал, и объяснял, и отвечал мне на вопросы, на которые, ну, наверное, другой бы мастер, в общем-то, может, и не стал бы отвечать, я бы так сказал. Да. Он ответил на все вопросы. В общем-то, школа его дуэльная, то есть она как бы предназначена для дуэли, то есть это традиционная как бы школа сицилийская. В общем-то, ну и, соответственно, ее технический арсенал, ее технические элементы направлены на поединок 1 на 1, как бы, ну, на дуэль, как таковую. Вот отсюда как бы следует как бы исходить. В общем-то, поговорили мы достаточно тепло, даже вечером вместе в ресторан поехали. То есть человек, он очень контактный, с ним достаточно легко как бы работать. Вот. Когда мы закончили с Джузеппе Бонакорсо, как бы мы, в общем-то, нам посчастливилось, я бы сказал так, встретиться с Рафаэлем Армино. Дело в том, что это другой совсем товарищ, прямо противоположный, как бы, Джузеппе. Человек достаточно закрытый. Вот. Огромное ему спасибо. Он как бы провел нам экскурсию по Сиракузам, хоть мы и были до этого в Сиракузах неоднократно с рабочими визитами, но как бы Рафаэль, он сосредоточил наше внимание на рыцарских атрибутах, на рыцарской традиции, что было как бы в Сиракузах в разные времена, показал нам разные, в общем-то, моменты, которые как бы мы могли не заметить, в общем-то, до вот этого визита в Сиракузы. Удостоил нас чести поговорить и без камеры. То есть, как бы, когда мы начали говорить о вещах, которые бы, ну, он не хотел бы, чтобы попало в эфир, как бы он попросил камеру выключить, мы камеру выключили и как бы поговорили без камеры, как бы на эти темы. Получили все ответы как бы на вопросы. Вряд ли у нас в силу закрытости Рафаэля Армино как бы получится фильм про него. Может, как бы впоследствии он согласится, и тогда мы как бы снимем фильм. Пока, я думаю, тот материал, который у нас существует, он тянет на хорошую передачу. Такую достаточно обширную передачу о школе, о нормандской системе, в общем-то, в одной из частей Сицилии. Вот, в общем-то, он подарил нам брошюру, книгу, обещал проиллюстрировать все, что как бы он говорил, поэтому, в общем, да, и я скажу еще больше, что беседа с Рафаэлем Армино, вот закрытая беседа, которая состоялась, она мне очень помогла в экспедиции венецианской. То есть, как бы, был еще один измеритель, достаточно серьезный, как бы, который мы проверяли, как бы, и он, в общем-то, оказался очень даже надежным, как бы, рабочим, а потом уже вообще все на места как бы стало. Потом мы поехали к Антонио Версаче, то есть это очень достойный человек, очень достойный человек. Он нас очень радушно, тепло встретил в Алькама, как бы, и подготовил нам те изделия, которые он для нас делал, обещал. Как бы, уровень его мастерства, профессионализма восхищает лично меня, как любого мужчину, как бы восхищает, должно восхищать оружие, то, так сказать, в общем-то, деятельность такого кузнеца, деятельность такого мастера не может не восхищать. Все были просто в восторге. Экспедиционная группа была в восторге. Как бы он подарил мне даже
выкованный кусок ножа как бы на память. Вот еще не обработанный, просто на моих глазах его выковал, отломал и подарил как бы. В общем-то, очень большое ему спасибо за то, что он как бы нам создал условия тренировочные и как бы условия для работы с теми изделиями, которые, ну, как бы необходимы для изучения итальянской, сицилийской как бы традиции.